Падчас Вялікай Айчыннай брыгада брала ўдзел у абароне Масквы, вызваленні Беларусі і Літвы. За авалоданне гарадамі Вормдэт і Мельзак у 1945 брыгаду ўзнагародзілі ордэнам Кутузава другой ступені. А за штурм горада-крэпасці Кёнігсберг назаўсёды атрымала ганаровае найменне Кёнігсбергская. У Брэст брыгада была перадыслацыравана ў 1961 і да 2002 года размяшчалася на территории Брестской крепости. Брестской крепости я 10 лет там и прокомандовал этим полком. В дальнейшем она стала бригадой, ее перевели в Южный, с Южного перевели сюда на Красный двор. Конечно, она моя родная. Мне очень приятно увидеть своих бывших сослуживцев, однополчан. Мне очень приятно и очень радостно. За 80 гадоў існавання брыгада заняла пачэснае месца ў ваеннай гісторыі. Сёння на яе ўзбраенні знаходзіцца сучасная баявая тэхніка, а самі артылерысты заўсёды гатовы да выканання задач, накіраваных на захаванне бяспекі нашай краіны. На вооружении бригады состоит 2 дивизиона 2С5 «Гиацинт», 2 дивизиона 2Ш-65, а также реактивно-артиллерийский дивизион 9П-140 «Ураган». Соответственно, в соответствии с планом подготовки ежегодно бригада выходит на полевые выходы и выполняет задачи, учебно-боевые задачи. Одна з галоўных задач – падрыхтоўка квалификованных специалистов у артиллерии. Процесс обучения происходит в 3 этапа. Это у нас одиночная подготовка специальности и слаживание дивизионом. Примерно это где-то 2-3 месяца каждый этап составляет. То есть за полгода мы, скажем так, обучаем военно-обученный резерв, в полном объеме его обучаем. Соответственно, на втором полугода обучения, соответственно, мы уже шлифуем то, что мы на первом достигли. Поэтому через год-полтора военнослужащий выходит абсолютно подготовленным. Я служу в 111-й артиллерийской бригаде. Здесь я научился многому, не жалею. Много катался на полигонах, водитель-механик МТЛБ данной машины. Появилось очень много друзей. Павіншаваць са святам военнослужащих бригады пришли и самые близкие – надейный тыл кожнага оборонцы. Мне с детства нравилась военная техника. Я решил связать свою жизнь с военной профессией. Артиллерия нравится, ракетные войска. Вот поэтому и связал, скажем так, свою жизнь с данной профессией. Терпение, выдержка. Ну, в общем, нелегкий это труд быть женой офицера. Я горжусь своим папой. Урачыстыя мерапрыемствы, прысвечаныя 80-годдзю 111-й артылерыйскай брыгады, працягнуцца ў суботу 19 кастрычніка ў Брэсцкай крэпасці. А 19 лістапада ў Беларусі адзначаць Дзень ракетных войск і артылерыі. Вераніка Якавец, Юрый Плінда, тэлерадыёкампанія «Брэст».